Казахи, братья, это что за неблагодарность? Ребят, вы правда решили, что Россия куда-то испарится? Эмигрирует на Марс? Или вы думаете, вы эмигрируете? Я говорю свое личное мнение гражданина Российской Федерации, Тигран Эдмундович Кеосаян. На Украину гляньте внимательно. Подумайте серьезно. Ну и думаю, что нашим ответственным лицам тоже надо переоценить и пересмотреть уровень взаимоотношений. Потому что, дорогие мои, если вы считаете, что можно дальше быть такими хитрожопами, и вам за это не будет ничего, вы ошибаетесь. Мир изменился. Все изменилось. А поезд уходит. Вы еще можете заскочить в последний вагон. Но вот так провилять у вас не получится. По крайней мере, я в это верю, потому что все. Игры в дружбу кончились. Сейчас это вопрос выживания. Боже, яке кончене. Салем, Казахстан! Мы с вами уже привыкли, что кремлевские пропагандисты обильно кидаются какахами в нашу сторону. Их много. Ну а самка бобра и ее сужены всегда отличались особой формой дегенеративности. Но то, что выдал вчера Тигран Кеосаян, стоит отдельного упоминания. Казахи, братья, это что за неблагодарность? Братья казахи? Нет, дорогой. Не брат, гнида черножопая. Я, конечно, все понимаю, когда русские шовинисты задвигают там за русский мир, за сверхдержаву, Россию для русских и бла-бла-бла. Но я не понимаю, когда об этом начинают кудахтать далеко не русские ашоты. Ну куда ты лезешь, Тигран? Ты угрожаешь нам Украиной и называешь нас, казахов, хитрожопыми? Но кто тогда ты? А ты просто трусливый хайский цыган с российским паспортом. А та страна, которую ты зовешь исторической родиной, это всего лишь временно занятые твоими сородичами земли Ереванского ханства. Поэтому ты просто бомж, который после поражения России в Украине вынужден будет спешно свалить из Москвы. Но куда, думаете, он поедет? В Армению? Да нет, конечно. Ведь этот воинствующий пропагандон не поехал воевать с Азербайджаном в Карабахе, а трусливо прятался в России. Ну и кто он после этого? Лицемерное сыкло. И не определившихся, как мне кажется, подающих такие вот однозначно недружественные, это раз, или неоднозначные сигналы. Ну что ж делать? Относить к нашим врагам. По крайней мере, в экономических и информационных доктринах. Хватит. Хватит, ребят. Наигрались в безвозмездную помощь. Спасать вашу власть в Казахстане. Бардак ваш прекращать. А вы парад отменяете? Серьезно? Я правда серьезно? На, серьезно. Ты не верил? Не верил, нет. Не могу, блядь. То, что этот боброфил упомянул бардак в нашей стране, который они якобы разгребали, попутно спасая нашу власть, отвечу: так мы, казахи, вас не звали. Это Токаев вас позвал. Вот и обращайся к нему напрямую. А заодно и расспросишь его про 20 тысяч ниндзя, которые появились из ниоткуда, так и в небытие и исчезли. А то, что ваш контингент ОДКБ несколько дней проторчал в Астане, занимаясь протиранием штанов, разгребанием нашего бардака, никак не назвать. Как приехали, так и уехали. А что касается парада, даже при том, что мы его не проводим, у нас в Казахстане выплаты ветеранам ко Дню Победы самые высокие среди всех стран СНГ, включая Великую Россию. Если перевести наши выплаты в российский рубль, то наши ветераны получат примерно 165 тысяч рублей, а российские ветераны всего 10 тысяч. Это такой позор! Вы просто представьте, бункерный карлик, который отправляет сейчас на убой своих солдат в победоносную войнушку в Украине, не может выплатить ветеранам достойную награду ко Дню Победы.
Собственно, и семьям погибших в Украине солдат он тоже ничего достойного дать не может. И только ради чего они там дохнут? Ну хотя тут только один ответ. Чего не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия. Ну а что касается твоей Армении, дорогой Тигран Бабраян, выплат ветеранам ко Дню Победы там вообще нет. Так что закрой свое хайло и... Так что херню больше не лепи. У тебя своих дел должно быть по горло. Ну как-то так, Достар. Коротко и ясно мы выразили свою точку зрения по данному вопросу. Поэтому, кому понравился этот ролик, ставьте лайки, пишите комментарии и делитесь этим видео с друзьями. Сау болыңыздар!